что ли? А? За 7-ю, да собираться будем. Да. Сейчас. Ну это ничего, мякишка хорошая. Красавец. Вот это. Крючок готовить? Ну, наверное, да. Что-то хорошее, килограмма 3, наверное. Мякижа, но хорошая. Вот это на пасашок. На подсушок хорошая мякижа. Я Мимо, бля. Я уже по этому знаю, по бою эту рыбу. Ага. Блин. Так что наши снасти, Генка, уже работают. Смотри, вот это на пасашок, на этой можно ставить точку. Можно точку ставить. Янцикадан. Ну, двушка железная. Железно. Не понял, что она тут намудрила-то мне? Она у тебя там запуталась, там зубами на хер бы сорвалась когда. Она и ту леску, и эту леску. О, янцикадан. Вот это янцикадан. О, ну, таких сегодня мало, пару штук, наверное, только если, да? Ну да. Блин, как чувствовал, ну не хотелось мне уходить, я, видать, ждал ее. Наверное, бля. Красотуля. Вот это форелина, вот это розовая красавица. Янцикадан, вот она какая радужная форель, просто переливается, это розовая полоса. Я хотел сказать, друзья, что на вот этой прекрасной рыбе завершаем сегодняшнюю рыбалку. Вот такая форелина, мякижа. А так, вон, как мы сами видим, все получилось. Все как загадывали. И даже до сих пор продолжаются поклевки небольшие. На белом коне сегодня у нас Серега. Вот с таким трофеем. Вот так вот немножко накидали. Если брать будешь, не видно рыбы, она под снегом. Можно ставить точку. И до хера там рыбы. На этом можно ставить точку. До встречи в избе. Нет, до встречи на подведении итогов сначала, ну а потом в избе. Все. 7 штук мы поймали. И не зря оставались, получается, как чувствовали. Вы маленько повеселились, да, Гена? Ну да. Было дело. Блин, спасибо мужикам, что помогли немного. А то бы труба. Не осилили бы никогда. Да. Вот это точно всех переплюнуло. Ага. Крокодил. Крокозябр. Нет таких. Ну, хорошие. Ну эти хорошие, да, но видишь, они как бы стандарт. А это вон. Ага. Чуть-чуть килограмм, ой, килограмм на 20 больше. Я как чувствовал, ее ждал, видать. Наверное. Это 8-я была, это не щитовая. Да. Было 7, ты загадал, это 8-я. Не знаю, как видимость, но в общем, как-то вот так. 3 целлофановых пакетика и 1 тряпичный, там немножко, там 4 рыбки тоже небольшие закинули. В общем, грубо говоря, 3 пакетика целлофановых. Килограмм 30, наверное, да? Как раз 15 килограмм на брата, нормально. Мне кажется, больше. Чуть-чуть. Может быть. Чуть-чуть больше. Обман зрения. Следы росомахи только что
Видели саму росомаху и глаза горели. И второй. Сюда вроде пока не дошла, но уже очень рядом. А ведро упало. Ведро упало, но рыбы вроде пока никто не трогал. Наверное. Но она уже метров 200 от нас. Да. А в кустах там еще глаза горели справа. Горели? Да. Да ты что, я не видел, я что-то видел, скакала, блядь. Это ускакал. Было бы, бы ее. Да-да-да, она рядом была. У вас росомахи вроде бы поменьше, у нас крупнее. А они разные бывают, это Да? молодняк, видать. Молодняк. Две вместе это молодняк выводок. Блин, рядом. Взрослая собака только по одной, две вместе никогда не ходят в жизни. Взрослые на собаке не ходят. Блин. Страшно рыбу-то оставлять, могут съесть. Бак 2 литра, да? Угу. Хватает часов на 7-8. Моментом раз и горлышко-то. Нифига себе. Чуть плеснул и пол. Но это на 9 хватит. Это хватит на все 9 часов. До утра. Сегодня резко потеплело, блин. Но в принципе сильно на клев не повлияло, да? Да. Поклевки были в течение дня. Да хорошо, нормально. Че убежать-то, грех. На рыбалку, блядь. Работает еле слышно. А? Тихо работает, говорю. Да вообще обалденная станция. И пушки молодцы, блядь. Да будет свет, сказал монтер. Ну что, осталось совсем немножко. Раскидать рыбу, поставить защитный барьер от росомах, потому что две росомахи уже в критической близости от нашей рыбы. Ну это на ноги все кучу. Да это на ноги текут все кучу. Вот светлее. Летняя кухня. А что в летнюю? Что, не горишь? Горишь. Горит. А что там? А Да. чтобы оставить там, чтобы светлее было. Да нет, может, светлее будет, нет? Светлее. А, чтобы она боялась. Ну я сейчас попробую. Буры там, железки пораскидать, может, удержит. Там видно Да не будет. подойдет, не должна она. Ну хрен его знает. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Ну да. Ладно, я сейчас это раскидаю. Раскидаем, раскидаем, раскидаем. Вот такая красота у нас сегодня. Учкудук, 3 мешочка. Полностью это все раскидаем, и будет красиво. Ну вот такое вот подведение итогов. Герой дня этот кирюч. Микешки вот замечательного размера. Вот этот на пасашок
Получается, не зря оставались. А так вот, прекрасный результат. Я считаю, что рыбалка удалась. Кунжа вот такая щучка получается, камчатская с белыми пятнами. Всякие разные, прекрасные. Я считаю, что это отличный улов. Лучше быть не может, все прекрасно. Ну а теперь до встречи в избушке за ужином. Погнали. Так, добываем воду. На чаек И на кофеек. и на кофеек. Скоро у меня на Печоре на реке вот такая же участь ждет. Лунки бить. Лунки бить, долбежки, да. Кладем металлические вещи, на всякий случай, хуже не будет, но все-таки какая-то защита от росомахи. Я так думаю, будет что-то держать. Вот так вот стоять, только что стоял, стучал, блин, Всю ночь. чтобы росомаха не пришла. 2. Говорит, нормальная чистая водичка. Без водичка, и стучки на косички. Плескается в животике чай. В жару и непогоду. В любое время года выходим собирать урожай. У каждого панамка. Значок вождя на лямке. Нам светит, если станет темно. Мы долго шли к великой цели, видно не успели, поэтому ели. Очень давно. Ах, камчатский рай. Та-да-та-тай, та-да-та-та-тай. Ах, быстрее наливай. Та-да-та-тай, та-да-та-тай. Представляю, завтра придем, здесь все сожрано, там осталось. Вот такая рыбка на столе. Красивая рыба. Геннадий говорит, рыба красивая. Обалденно красивая. Ну эти, говоришь, брачный наряд. Да. А так вот этих, когда с воды вытаскиваешь, они просто Переливается. переливается, вот эта розовая полоса у них просто. Кто-то темнее, кто-то светлее, но вот эта вот красная вот розовая полоса поперек. Не поперек, а вдоль спины. Просто обалденные. Красавцы, красавцы, конечно. Во. Картошечка у нас готова. Пошла уход рыба. Благодаря решительным действиям очевидцев жертву удалось избежать. Пострадавшего водителя спасли, переломами его доставили в больницу, а вот грузовики в итоге выгорели полностью. Грозный вулкан этой ночью Маленьких рыбках пожалуйста. на несколько километров. Все детали знает моя коллега Елена Лихоманова. Да, Сергей, но ученые утверждают, что самое страшное все впереди. 3 хвоста. Знаешь, мультик такой. Это. 3 хвоста. Вот кого ищешь. Соль там уже, да? Муки? Да. Здравствуйте, до новости на РНТВ. Моя коллега Елена Лихоманова рассказывала о главном с этим участком. Наши эксклюзивные кадры, как союзные силы занимают маленькую и выбивают из города ВСУ.
Ага, и еще на разик. А? И еще на разик, да, будет? Ага. Больше не лезет, конечно. Угу. Есть сковородочку сделаем. Нормально будет. Ну, подгораем. Поджог. Поджог. Огонь убрать. Огонь убавить надо, горит моя рыба. Горит моя рыба. Красота. Снаряды по-прежнему летят в рубежное, но чтобы перезимовать, у этого общежития есть почти все. И как выяснилось, добрых людей оказалось гораздо больше, чем мы сами думали. Жаль только, что для этого понимания понадобилось общее язык. Дмитрий Демянский, дикторист Александр Булюзинич, известен специально для РЕН-ТВ из Луганской Народной Республики. Настоящий горячий кадр приходит к этому трансляции, там изрыгаются сразу два вулкана. Там высокий Евразийский скоро даст мощность кратера на несколько сотен метров. Приведется также Судзелец, и его купола расстановится, и скоро может произойти мощнейший выброс лавы. По склонам катятся камни, их температура больше 1000 градусов. Для местных жителей угрозы нет, ближайшие поселки в нескольких десятках километров. Но вот опасность может подстерегать тех, кто попытается подобраться и снять красивые кадры. Вулканический пепел может вызвать сильнейшую аллергию, поэтому спасатели советуют держаться минимум в 15 километрах от подножия. Ну, вот такая вот красота получилась. Шикарная красота. Куча мала. Это у нас гарнир, картошечка с укропчиком. И скоро мы будем кушать уже. Да. Ну вот, наконец-то и долгожданный ужин. Нажарили рыбки, отварили картошечки. И корочка, И еще у корочку нас. соленую доедать надо. Хлебушка. Зеленый чай рыбацкий. Липтон. Выгода 250 миллилитров. Знаете, как выгодно? Литр выпили, а 250 миллилитров осталось. Так что без выгоды ничего не делаем. Поехали, Сергей Витальевич. Не будем руку менять уже, да? Давай. А то у тебя счастливая рука, видишь? С каждым днем улов все лучше и лучше. Да потихонечку, по нарастающей получается. Да, если бы там еще приложить балку, туда вниз поехать, там еще лучше будет улов. Да. И мужики бы не подъехали. Вот это все, что было там, чтобы воз, что это было бы все наше. А как вести? А никак. Так хорошо, что подъехали мужики. Да. Слава Богу, бля. Нормально. Я считаю, кто-то может скажет, что вам что, жрать нечего, почему так много ловим. Я просто объясняю. Эта рыбалка получается как заготовки, да? Конечно, сейчас в глухозиме и все. В глухозиме каждый день так ловиться не будет. Сейчас заготовили на зиму, до следующей весны это будет уже запас, получается, рыбы. Правильно. Это всегда так вот. Внукам, детям, Мы заготовки... соседям, опять же, угостить. Мы заготовки делаем, допустим, по последней воде, как бы стараемся там на сети вставляем. Мы сетями не ловим, нельзя. Да. Мы только на удочку. А тут и интерес, и в то же время азарт, и красота, и все это еще и заготовка. Не надо покупать в магазине. Конечно, котлетов, фарша намолим, наморозим. Всю зиму пельмени, котлеты. Красота. Так что не надо говорить лишнего. Каждый день на рыбалку мы не ходим. На недельку сходили, всю зиму сыты.
Совершенно верно. За это надо выпить. А друзьям. Опять мы забыли. Ладно. Это вам, друзья. Сейчас, секунду. Опа. Вот это да. Маленькая рюмочка, вместительная. Ну да. Так. Чуть было не было. Чуть бы не забыл. Как это так? Опять скажут. Себе налили, а нас нет. Ну вот теперь точно. Это и с вами тоже. Присоединяйтесь к нам, к нашему рыбацкому столу. Опять у нас рыбный день. Каждый день рыбный день, и от этого... Светиться фосфором не будем. Не, Будем. будем. За удачу. Пусть удача сопутствует нам и вам тоже. Вот эти хрустяшки люблю. А кто что любит-то? Хвостик. Вот рыбу пожарили. Это кино, наверное, пока выключим. Конечно. Вот пожарили только рыбу, она обалденно вкусная. А вот все не съели, в холодильник сунули, на следующий день уже не туда. Тоже вкусная. Ну, вкусная, но уже не так вот это. Ну, с полужару, конечно. Вкусняшка. Рыба вообще без мелких костей. Не знаю, рыба это или змея. Рыба. Обалденно вкусная рыба. Не досолил. М? Не досолил, да? Нормально. Так, это для костей у нас, да? Угу. Каждый ловит рыбу по-своему. Но так как ловят ее на Камчатке, я видел это в роликах канала Сергея. Смотрел ролики, ну, восхищался. В принципе, я никому никогда не завидую, но немножко так белая зависть немножко была. Вот, ну, блин, хотелось бы, вот мне бы так вот хотя бы денек порыбачить, хотя бы пару рыбок. Но смотреть это одно. А когда ты сам вытаскиваешь рыбу, которая там упирается, не лезет в 15-ю лунку, это совершенно другое. Это непередаваемое ощущение, я не могу ничего передать, не сказать. Это надо попробовать, испытать, да, своими руками. Эти На руки он все изрезал я. Ты не знаю, у тебя те же поездки. У меня леска 0,5, она не так режет. А, ну да. А вот буквально 0,4, она чуть тоньше и уже Угу. чуть где-то проморгал. Кто-то идет. Ветер. Ветер идет. Ветер просто страшный на улице. А дома тепло, хорошо. А ветер теплый. Ветер теплый. Вот тебе. Вот не кстати она. И, кстати, да. Завтра поедем, наверное, уже домой, хватит рыбачить, потому что сегодняшняя рыба у нас не замерзнет. Рыбу надо чистить, рыбу надо спасать. Да. Потому что в тепле без заморозки. Вчерашняя-то у нас еще промерзла. А сегодняшнюю надо ехать домой чистить, спасать. Мороженое потом уже, там она уже ничего, она промерзла вон до костей. Сам Морозы хорошие были. Угу. Вот солененько. Странно. Хуже солененьких круче, не А солененьких. ты вот морозилку замораживаешь, рыбу свежей, ведь не соленой получается, да? Тоже в вакуумных пакетах замораживаешь? Просто так? Я глазирую. А, замораживаешь, потом в воду, Да, окунаешь в воду, а потом складываешь. Она корочка покрывается льда. в ледяной глазури получается. Угу. Морозильник шьешь, потом вытаскиваешь с морозильника воду и опять морозильник. Один раз. Да. Ну, вода замокнул.
Она с корочкой покрывается от мороженое. Еще раз макнула, до этой корочки, что там корочка. Целлофановые пакеты и морозилка. А, в целлофан все равно. Ну, чтобы она не Друг слепалась. друга не слепалось. Да. А если, допустим, на улице сильный мороз, минус 40, лучше на улице заморозить, да? Чтобы она промерзла. Конечно. Я сначала поставлю его, кишки нахрен, жабры нахрен. Моешь сразу, да, нет? Или просто... Рухнула. Потом достала, она готовая. А сразу на фарш. Всю крупную рыбу все идет на фарш. С костями без? А? С костями на фарш идет или без? Без. То есть кости отделяешь, Да там костей, хребет вырезал, если больше костей нету. а хребет собаки? Хребет собаки. Варишь или так даешь? Мороженое, так. Можно и так дать, да? Ну, конечно, вот рыбу мороженую, собаку, мороженое можно курить. Вот у меня Джесси, вот собаку взять, она рыбоедка редкостная. Просто рыбу обожает в любом виде. Мне кажется, она мясо ест медленнее, чем рыбу, потому что мясо то Она что, принимается. может, кошка, а не собака. Обычно кошки с ума сходят. Ну, по рыбе. Хрен знает, видать- с котом живет. Видать, приучился щадящего возраста. Рыба, вот она и привыкла. Ну да. Ну, кроме собака что? Рыба? Рыба, да. Утку почему-то собаки не едят. У тебя есть собака? Есть собаки, которые живут еще как-то. Мне как-то на охоту приехали. У меня собака утятница, да так уток носит, да туда-сюда. До этого лизался, а потом что-то на охоту напросился, мужичок один. Ну и взяли на охоту с собой. Ну так, на выходные. Приехали, собака Ивана. Он бах, один поданок падает, собака за ним. Поймал он ее. Кузя ко мне, Кузя ко мне. Кузя на другую сторону. Переплыла с уткой, вылезла на берег. Только Петя летит и сидит, жрет утку. Он, Кузенька, неси сюда. Какой неси, Кузенька вообще ободрала и сожрала, бля. Тут чуть ли не с перьями, бля. Сырую. Ну да, вот свежую убитую, поданка поймала и сожрала. Ничего себе. Вот здесь лака. Спаниель? Не, какая-то. Дорхар? Нет, какая-то там, Типа лайки. типа лайки, ну. Времени, кажется, В много уж охоте она прошло. никакая, а? Времени, кажется, много уж прошло, да? Я тоже думаю так. Как у меня говорил покойный отец, между первой и второй пуля не должна пролететь. Вот На охоте. Вот пуля пролетела и ага. Ну ладно, друзья, чего? Не обессудьте. Мы с остатку за удачу. Чтоб удача не покинула. Не надо нарушать традиции. Традиции не нарушаем, рыбацкие, камчатские. Ужин и рюмочки сам Бог велел. Как, За остатку для крепкого сна. как мне писали, я не знаю, зачитывал, наверное, кто, говорит, не пьет, али хворой, аль подлюка. Да. Там, это, не помню, Чехов или кто. Да, прислали. Может, ты прислал, или кто-то прислал там. Да, там целое это, там высказывания знаменитых людей. Кстати, у меня есть, можно зачитать. Это мне Серега Воробьев послал, да. А вот сейчас мы зачитаем. Да. Сейчас у меня в телефоне там есть. И потом думайте сами, решайте сами. Не, культурно так, небольшое количество. Удовольствие. Почему бы нет? Это сам, ритуал, можно так сказать даже. Да это даже удовольствие. Ритуал с удовольствием. Ну, Главное- грех не выпить на природе, на работе, на работе нельзя. Не избави Боже. Самое главное знать меру и иметь голову на плечах. Все правильно. Ну, И, ребята, будем. и не зря же говорят, хочешь ждать человека, напои его. Да. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. В общем, это как детектор лжи. Или не капсула правда, а микстура правды или что-то такое. Ну, в общем, рыбацкий напиток это волшебный напиток. От него ты не становишься пьяный, от него просто становится на душе хорошо. Хорошо сказал. Это точно. Давай. Будем, друзья. Правду сказал. Как Верещагин говорил,
Не могу я ее проклятую есть. Икру ложками. С картошечкой. А вот икру с картошкой. Кстати, вот ты похож на Верещагина, только ты не седой. Вот посидишь, когда до конца, вылитый Верещагин будешь. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, Где мой телефон-то? повезет в любви. А, ты не видел мой телефон? Нет. Вот он. Это же как я рыбка? Обалденная, просто. Я думал, вкуснее печорской рыбы нет нигде ничего. Но камчатская рыба ничем не уступает. Надо завести эту рыбу, Печору. Пусть она там тоже живет. А почему не заводят? Я не знаю, но нам завезли карасей с сазанами. Развелось немерено. Только он не ловится на удочку. Он вообще не пизнет удочки. Вот интересно, если завести, разведутся, не разведутся? Ну куда же не денутся? Малек есть? Ну все, значит корму есть, пища. Есть малек, он будет жить, процветать и все нормально. Не то, что кажется. Конечно. У нас лосось идет, лосось икру мечет. Кита, горбуша мечет, чевыча, кижич мечет. А малек скатывается, а местная рыба его жрет. Кормовой базы малька немерено, миллиарды его. Ну так Так вот и все. Он будет, он еще сейчас их сожрет. Без щук останетесь. А что? Вот ты говоришь, вкусная рыба. Микижа утят жрет, мышей жрет, только шум стоит. Я сколько раз большой микижу летом ловишь, что-то желудок здоровый, что-то комки, бум желудок. Две мышки вот такие. Вот как рыба может, кошка что ли, рыба, как мышей наловит. А тем не менее, где мышки плыли, говорят, хоп, и все. Ну да. Ох ты, смотри, капитально дует. Дует, шумит, шумит. Кто ж не присылал-то? Ну, не помню. Кто-то мне присылал, может быть, я тебе отправлял, не помню. В Вилыче у нас завод есть. Спросить, почему? Также мне надо приехать во время нереста, поймать каждой твари по паре, намешать. А, там специальная технология, наверное, да, по-любому мальки это делать. Просто так не получится взять да перемешать. Надо. Да ничего не надо, надо просто государству продумать это все и запустить. И у нас ловилась бы такая же рыба, возможно. Как вы думаете, будет на Печоре жить эта рыба? Будет. Главное условие чистая вода. Главное условие это чистая вода без всякой И течение. Только у нас на камнях она тоже жить будет, наверное, да? А ко мне поиловки-то картинки такие. Иди твою мать тоже, каменистая. А, море, ну море у нас северное. А, Ну, не зачем море? тот бассейн, наверное, нет? Ну я хрен знает, не знаю. У вас же Тихоокеанский бассейн, да? Ну, рыба-то речная. Басовить вашу речку, она будет жить там. Она у нас вода холодная, круглый год холодная. У нас летом вода, температура в речке максимальная, вот в самую жаркую погоду, плюс 17 выше не поднимается в Камчатке. А так средняя 10-14 градусов температура воды. Зимой всю зиму вода, температура где-то, ну не знаю, может 3 градуса. Потому что у нас ключи бьют, вода не замерзает вниз. Что-то жарко стало. Я уже разделся, уже в грязной майке сижу. А открыть не надо? Не могу найти. Сейчас я поищу. Да ладно, не будем искать. Хотя мне кажется, я читал уже, нет? Ты, наверное, читал, наверное. Мне тоже что-то помнится, блин. Да. Или... Кушай рыбку, пока не застыла совсем. А, вон, да. Вот он, да. Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих. Кто сказал? Михаил Булгаков Афанасьевич. Необщительный человек, не принимающий участие в попойках, непременно должен быть
непременно должен быть, сейчас, неблагонамеренным и злоумышляющим. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Гоголь писал: «Людина, что не пье, або хвора, або подлюка». Это Гоголь писал, Николай Васильевич. Перерождение Яновский. Правильно говорил. Чехов говорил: если человек не пьет, не курит и сторонница общества барышень, то невольно возникает вопрос, а не мерзавец ли он? Антон Павлович Чехов, 1904 год. В вине есть мудрость, в пиве есть свобода, в воде есть бактерии. Бенджамин Франклин. Алкоголь — это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием «жизнь». Джордж Бернард Шоу. Шванецкий. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Михаил Михайлович Жванецкий. Прокуренчик ныне. Правильно. В малых дозах в любом количестве. Да. Я не доверяю верблюдам и вообще всем, кто может неделю не пить. Писал боксер Джозеф Луис Берроу. Алкоголь — посредник, примирающий человека с действительностью. Это Баба Яга. Георгий Францевич Миллер. Баба Ягу играл, да? Да. В мире есть вещи и получше алкоголя, но алкоголь компенсирует их отсутствие. Так, что это? Сэр Теренс. Не надейтесь, что не приду. Принесу я вам в подарок селедку. Сам почищу и маслом полью. Лучок нарежу колечками, толщиной, чтобы хруст стоял. Черный хлебушек бородинский. О, Огуречек и сальца взял. ничего. Ну, с рыбой. Не вернешь уже то, что прожито. Да и не стоит о прошлом жалеть. По рюмашке за наше здоровье. И уже так хочется петь. Вы часть моего сердца. Берегите друг друга всегда. Берегите свободное время. И встречайтесь почаще, друзья. Берегите друг друга всегда. И встречайтесь почаще, друзья. Ну, с одной стороны, интернет — это полная чушь, но иногда вот правильные вещи говорят все-таки. Знаменитые люди. Да. Один хрен зовут нас с тобой алкоголиками и пьяницами, бля. Ну, пусть это ущербные люди, так называют. Ущербные. Да. Им не дано вот этого понять. Это все прекрасное. А у них мало того, что свою злость некуда, они еще обманывают самого себя. Они мало того, что живут во лжи, так еще и самого себя обманывают. Они хотят жить, может быть, по-другому, но по каким-то правилам, или думают, что так надо, или что-то где-то считают, что они живут правильно. И до того они в это верят, что они считают, что живут правильно. Хотя, может быть, они хотят жить по-другому. Или же они не могут жить по-другому, по тем или иным причинам. Кто-то не может из-за болезни, кто-то закодировался, допустим, кто-то знает, что он, если маханет лишнего, у него просто сносит крышу, и он может натворить такое, что очутиться в тюрьме или в сырой земле. Других причин нет. Если в меру, если в хорошей компании, если про избы рыбацкие, охотничьи я вообще молчу. Я считаю, что никаких причин других быть не должно. Это традиция настоящих рыбаков и охотников. Пришел с устатку. Целый день ты, если рыбачил, на столе должна быть рыба. Был ты целый день на охоте, на столе должна быть дичь. Правильно. Ну вот это. Это атрибут, который... Не уговаривай, не оправдывайся. Да, я Живем как можем, живем как хотим. Я никого не уговариваю, я просто пытаюсь донести. Ладно. В общем, кто хочет это увидеть, они сами все видят. А кто не может, он уже давно выключил телевизор и ушел спать. И грызть ногти.
Правильно. Как говорит Вовочка, Если. Вовочка, не грызи ногти, да? И вообще отойди от покойника. Ну, не к слову сказано. Жизнь. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Еще второе, последнее. Человеку жизнь дана один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. Чтоб ты в конце своей жизни повернулся, вспомнил и сказал, а ведь не зря жил, а кто-то просто существует. Так что давайте выпьем за жизнь, а не, Как за, ты собрался? а не за Ты существование. расскажи, как ты собрался за Камчатку махнуть? Решился. Собрался. Но я думаю, ты не Три жалеешь. 3 года Стоило собирался. того. Как Ген думаешь? По-любому, по-любому. Во-первых, я 3 года уже хотел вот так вот берега, ролик-то. Я Ага. говорю, ну, я, конечно, был рад увидеть Сергея у себя в гостях, но там такой рыбалки нету, и Сергея мне удивить нечем. И, ну, если только тем, что он окуня еще в жизни не ловил ни разу. Я даже не видел его живого. Не видел живого. Увидеть окуня и умереть. Как Париж, да? Нет. Ладно, давай. Все нормально. Получилось и хорошо. Очень хорошо, я рад этому. Скоро домой. Скоро, дай бог, нормально все добраться. И начнется кропотливая работа по перевариванию снятого материала. Флешка тут, флешка там. Дай бог, хоть чтобы все сохранилось, не форматнулось, ничего. Ничего. Если вы смотрите это кадры, значит уже что-то получилось. Вот, как-то вот так. Ну, мы еще не прощаемся, будет завтрашний день. Вы обязательно увидите, что будет завтра. Какая будет погода, как нам удалось вернуться. Может быть, еще получится, если будет возможность, закинем блесну еще под лед и посмотрим. Может быть, еще не точка, может и сегодня была только запятая. Точку будем ставить завтра. Так что, друзья, до завтра и до новой серии в нашем рыболовном сериале. Ну а мы ужинаем. Привет всем. Всем Добра, доброго. счастья. Всем доброй ночи. Крепкого здоровья. И удачи в делах. Что еще сказать? До завтра. Хорошо. Ты с картошечкой. И картошка тоже. Все, кино кончилось.